Кто хозяин в большом дворе? Задаем вопрос одному жителю, и тут же вмешивается другой. Бюджет города, может, наверное, он как-то сам с этим разобраться. Мнение, если бы спрашивали заранее, может быть, жильцы бы и подумали, нужен ли этот двор. А тут, получается, ставят перед фактом. Так, 10 тысяч зарплат. Вот. Вы что, с ума сошли? Мне умирать завтра. 93-й год. Двор мне нужен. Вон детей, у кого полно, пусть платят. Логика жильцов проста. Мы здесь живем, двор наш, благоустройство территории – это подарок от государства. Вернее, даже не подарок, а заслуженная награда. Так считают местные жители. Старый двор по улице Юмашева отремонтировали впервые за долгие годы в президентской программе «Наш двор». Правда, жильцы забывают об одном – двор привели в порядок действительно бесплатно. А вот поддерживать этот порядок теперь кто-то должен. Кто? Так что такое стоянка и что такое такой детский двор? Лучше уж такой вышел, цветочки, облагорожено, все нет. Конечно, лучше заплатить, я считаю. У меня пенсия, слава богу, хорошая. Но не у всех такая пенсия. А началось все с собрания жильцов и встречи с управляющей компанией. К слову, собрание было плановое. Повышение тарифов обсуждается каждый год. Обсудили и на этот раз. А заодно посчитали, насколько подорожал двор. Общий двор обошелся 45 миллионов, из них 38 миллионов получилось по президентской программе, и 7 миллионов примерно вложила управляющая компания. Вот 7 миллионов это вот резиновые покрытия, спортивные площадки, это клумбы, озеленение полностью, сцена. Год пока гарантию дают производители, все то, что установили, горки, вот это все то, что есть, асфальт. На асфальт вроде 4 года, на горки, на все малые архитектурные формы год гарантии на скамейке. Потом уже через год, наверное, гарантийный случай пройдет, и же надо будет и где-то подкрашивать, где-то ремонтировать. Управляющая компания предложила увеличить плату за обслуживание придомовой территории на 2 рубля с квадратного метра. Не двора, а жилплощади. Если раньше плата составляла 3 рубля 68 копеек за квадратный метр, то предложение от управляющей компании выглядит так. Платить 5,68 за квадратный метр. То есть, если площадь квартиры, например, 60 квадратных метров, плата вырастет на 120 рублей. Навязчивый сервис или необходимая уступка прогрессу. Цена вопросов 100 рублей отпугнула большую часть жителей. А благоустройство? Ну его. Нас все устраивает, говорят жильцы. А если не устраивает управляющую компанию, пусть вернут то, что было. Ну и Россия перечислила, сказали, за этот двор, и Татарстан дал, и теперь еще с рабочих надо еще взять. Был двор, лучше уж такой был, чем это еще добавочно платить. Сколько счет фактуры там этих? Все за все плати. За этот песок, который полдвора песком засыпали, за это 5 рублей 68. Это слишком жирно. Типичный казанский двор, созданный по программе. Люди уже им пользуются, но это не значит, что он не требует дополнительных финансовых вложений. Пока здесь все новое, но давайте на берегу посчитаем, в какие еще расходы он обойдется. Во-первых, мы идем по асфальтовому покрытию, которое здесь почти везде, а это значит, что уборки в 2 руки уже недостаточно. Свет, который надо обслуживать, скамейки, которые надо красить, песок, который надо менять. Отсюда вопрос. Кто за все это будет платить? И вот за это или вот за это. Справедливости ради, обслуживание дворов и так происходит за счет жильцов. Однако новое требует новых затрат. Детские площадки преобразились, растений стало больше, как и скамеек, и беседок, и урн. Во многих дворах появилась сцена и спортивные зоны. Посмотрите на оборудование. Качели. Это вопрос с креплением, вопрос очень опасный с точки зрения оборудования, если его неправильно эксплуатировать, если не поддерживать его исправное состояние. Вот эти вот качели-гнездо, видимо, уже нарушение эксплуатации. Ну, то есть, точно надо постоянно следить за тем, чтобы ничего не сломалось, чтобы все было в порядке. До того, как заходить во дворы, и вот все дворы, которые потом проходят программу, до начала работ, мы всегда встречались с жителями. Еще не говорим сейчас о планах схемы благоустройства. Концептуально. Вы готовы, что к вам пришла программа? Мы будем составить новое оборудование, вам нужно будет принимать архитектурные формы новые. Готовы ли вы к таким изменениям?
И жители тогда, когда они были согласны, только тогда мы заходили. Вот огромный бы лепта было бы участие жителей с точки зрения просто вот уважительного отношения к собственному имуществу и такого сопричастного отношения. Может быть, даже не нужно платить, может быть, действительно, каких-то расходов можно избежать, и жители их примут на себя. Довольно часто у горожан, в принципе, из-за того, что это очень довольно большой город, границы их приватности, то, за что они чувствуют себя ответственным, заканчиваются в лучшем случае в подъезде. Вот моя квартира – это мое. То, что за моей квартирой – это не мое. Это советские формы, которые создавались искусственно, как демонстрация, совместные субботники, там даже какие-то религиозные ритуалы, например, похороны и прощания. Сейчас люди находятся в таком состоянии, когда часто они вообще не понимают, как им себя вести, потому что и та, и другая форма утрачена. Обратите внимание, вот беседка. Да. И вот вы видите уже, да, окурки валяются. Но люди курят, это естественно. Но смотрите, здесь не просто валяются окурки, а стоит ведро. Ведро вместо урны – это временное явление. Кстати, в этом дворе на улице Халтурина жильцы удивляют инициативы. Сами разбили клумбы, ухаживают за территорией. Но большинству все-таки по-прежнему кажется, что сделать нормальное благоустройство должен кто-то за них. Убирать тоже обязан кто-то другой. На качелях не качаюсь, на лавочке не сижу, по тропинке не хожу. Классика доводов. Разделение по принципу, что не свое чужое, а за чужое, и платить должны не мы, а они. На самом деле разговор о дворе, о том, необходимо ли нести за него ответственность, означает ли это какие-то повышения тарифов содержания двора, если он благоустроен. Это вопросы о том, что такое быть горожанином. Быть горожанином означает ощущать ответственность за то место, где ты живешь. Возможность самореализоваться в пространстве как раз повышает чувство принадлежности к нему. Я слежу за этими кустами пионов, я их посадила. Многие забывают, что двор – это территория жителей, а не города. Однако заставить людей хотеть жить хорошо нельзя ни по законам юридическим, ни по законам человеческим. Жилищники понимают, что без согласия жильцов дворовых переворотов не случится. Но поясняют, если платить будут 3,68, то значит и работы будут осуществляться на 3,68. По факту население достаточно инертно, и любое повышение тарифа вызывает напряженность граждан, потому что ведь нужно же обосновать необходимую причину. И так как и рост тарифов, и дорогое отопление, мы никак не можем все-таки увеличивать эти тарифы, потому что будет социальный взрыв по оказанию данных услуг. В итоге все остается, как было, и житель пока главный игрок. Ему и карты в руки. Проголосуют за парковку, будут жить среди асфальтовых полей. За газон будут экономить на содержании. Решат не красить лавочки и обойтись одним дворником – их право. Но как бы это право в дальнейшем не обернулось дополнительными обязанностями. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.